Салям алейкум, здравствуйте. В эфире информационный выпуск новостей Хаберлер. В студии для вас работает Асан Абиллаев. Сегодня в нашем выпуске. День рождения выдающегося общественно-политического деятеля крымско-татарского народа Юрия Усманова. В мае гостей и жителей Крыма ждет один из самых масштабных и ярких праздников Хыдырлез. Будут и некоторые уже хорошие сюрпризы ожидают наших гостей. Мы сейчас разрабатываем. Я думаю, о них будем говорить чуть позже. Но в любом случае, конечно, в этом году праздник будет еще на более высоком уровне проводиться. К столетию Бахчисарайского музея-заповедника вернулось кольцо XVIII века. Я считаю, что вещь должна находиться там, откуда она родом. Следуя по тропе Голицына. Взрыв прогремел на станциях Сенна и Технологический институт «Синей ветки» метро Санкт-Петербурга. Есть пострадавшие и погибшие, сообщил источник в правоохранительных органах города. В петербургском метро произошло по разным данным от 1 до 2 взрывов. По информации Национального антитеррористического комитета есть погибшие и раненые. Возможно, речь идет о теракте. Проверяются все версии. По предварительным данным пострадали не менее 25 человек, в том числе дети. Обе станции закрыты, идет эвакуация пассажиров. Традиционное ежегодное общение Владимира Путина с россиянами может пройти в июне, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на 2 источника, близких к администрации президента. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что прямая линия состоится в этом году позже апреля, но раньше августа. Песков также добавил, что перенос сроков связан с графиком Путина. Традиционные телевизионные прямые линии появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года. В мае гостей и жителей Крыма ждет один из самых масштабных и ярких праздников Хыдырлез, который традиционно проходит в Крыму каждую весну. Подготовка к этому событию уже началась. В этом году торжество отметят 6 мая. Каким будет праздник, мы узнаем в следующем сюжете. Для крымчан празднование Хыдырлеза стало традицией. Каждый год организаторами готовится масштабная программа, где все гости могут ознакомиться с культурой и традициями крымских татар. Хыдырлез за эти 3 года стал площадкой для объединения народов полуострова. Поэтому в этом году представители разных этносов также представят свою культуру. Конечно, мы ждем большое количество людей и думаем, что в этом году Хыдырлез посетит не менее 50 тысяч человек. Конечно же, будет очень богатая концертная программа, будут обязательно гости, будут известные популярные артисты. Сегодня полностью мы готовимся, выделены необходимые средства. Конечно, очень сильно нас, как всегда, поддерживает глава республики Сергей Валерьевич Аксенов. Праздник, как обычно, проходит под его патронатом. И поэтому, конечно, всех сейчас приглашаем на это мероприятие. Обязательно будем ждать гостей из других регионов Крыма. И, конечно же, хотелось бы, чтобы с семьями, с друзьями, с родственниками приезжали. Конечно же, каждый район по традиции представит палатку, где гости смогут отведать яства этого района, увидеть национальные костюмы и элементы декоративно-прикладного искусства. Помимо традиционных составляющих праздника, крымчан ждет множество сюрпризов. Будут и некоторые уже хорошие сюрпризы ожидают наших гостей. Мы сейчас разрабатываем. Я думаю, о них будем говорить чуть позже. Но в любом случае, конечно, в этом году праздник будет еще на более высоком уровне проводиться. Мы порадуем крымчан и еще раз докажем, что в Крыму, многонациональный Крым, показывает свою культуру именно через национальные праздники. Заранее не стройте планы на 6 мая, приглашайте своих друзей, берите членов семьи, приезжайте обязательно на праздник. Будет очень большое массовое мероприятие, которое, конечно, украсит жизнь республики. Еще раз отметим, что в этом году Хыдырлез будет отмечаться 6 мая вблизи поселка Севастьяновка Бахчисарайского района на поле возле комплекса Шахерезада. Нариман Тарсинова, Руслан Хохлов, телеканал «Милет». 1 апреля родился выдающийся общественно-политический деятель крымско-татарского народа, активнейший борец за права своего народа, ученый, политик, журналист, лидер НДКТ Юрий Усманов. Вклад активиста национального движения крымско-татарского народа, лидера партии НДКТ Юрию Усманову в возвращении и обустройстве крымско-татар на историческую родину бесценен. Наши корреспонденты подготовили специальный репортаж о жизни и деятельности. Его называют одним из тех, кто открывал путь на родину. Многие современники считают Юрия Усманова своим идейным вдохновителем. Честный и справедливый, мужественный и свободолюбивый. Он всегда ставил перед собой одну цель – защитить права своего народа, вывести свой народ на новый этап развития. Крым всегда был многоэтничным, и всегда на нем шло формирование национального этноса, национальной такой общности крымских татар. И когда говорят, что здесь были готы, скифы, тавры, гунны,
прочее, то это все элементы этногенеза крымско-татарского народа. Идея возвращения крымских татар на свою историческую родину в Крым еще с детства волновала юного патриота. Учился Юрий Османов в Бауманском училище, куда ему помог поступить дважды Герой Советского Союза Амитхан Султан. В 1968 году за участие в национальном движении крымских татар Юрий Османов впервые был арестован. Через 2 года вышел на волю и снова с головой ушел в работу. Через некоторое время снова арест. На этот раз наказание Юрий Османов отбывал в Якутии, а по окончанию срока был помещен на принудительное лечение в специальную психиатрическую больницу в Благовещенске, где провел еще 2 года. В сентябре 1987 года на волне Горбачевской перестройки Юрий Османов получил освобождение и снова активно включился в национальное движение. В этом же году образовался комитет по делам депортированных граждан. Исполняющим обязанности председателя стал Юрий Османов. Именно тогда удалось добиться серьезных результатов в обустройстве крымских татар. За это время смогли утвердить на уровне Советского Союза программу первоочередных мер по помощи крымским татарам. Смогли добиться финансирования крымско-татарского вопроса. Только в 1992 году он перевозит в Крым семью, жену Айше Добро и дочь Мирьем. Создает газету «Движение Арикет», мечтает, и будет новый терджиман. Юрий Османов мечтал о том, чтобы его народ знали во всем мире, о просвещении крымских татар, стремился к образованности и прогрессивности. Мировоззрение и деятельность Исмаила Гаспринского и Юрия Османова связаны неразрывно, как история всех поколений народа. Они 2 немеркнущих источника воли и знаний, 2 исторические параллели, которые пересекаются в настоящем. В 1993 году члены НДКТ во главе с Юрием Османовым выехали в Турцию для встреч с представителями местной крымско-татарской диаспоры. Тогда же он прочитал очередное интервью Мустафы Джемилева. В интервью сказано о неизбежности вооруженных столкновений в Крыму между крымскими татарами и русским населением, о готовности крымских татар взяться за оружие. Юрий Османов тут же отправился в редакции этих газет и заявил протест против подобных взрывоопасных публикаций. По возвращении в Крым через некоторое время в ноябре 1993 года Юрий Османов был убит. Многие крымские татары считают, что его гибель не была трагической случайностью при уличном ограблении. Убийство Османова кто-то заказал. И еще, со смертью Юрия Османова прекратилось участие государства в процессе возвращения обустройства крымско-татарского народа. Вместо официального правительственного органа появился Меджлис. Гульнара Каримова, телеканал «Милет». Началась подготовка к проведению траурных мероприятий, посвященных депортации крымских татар. В этом году траурное мероприятие будет проводиться на станции Сюрень, возле строящегося мемориального комплекса жертвам депортации народов из Крыма. Конечно, в этот день мы рассчитываем на то, что все мероприятия также пройдут в городах и в районах Крыма, но основное мероприятие с участием руководства республики, с участием жителей Крыма, старейшин Крыма, религиозных деятелей пройдет на территории того мемориального комплекса, который сейчас строится, и именуемый «Возрождение» на железнодорожной станции Сюрень. Стоит также отметить, что к 18 мая завершится строительство некоторых элементов строящегося мемориального комплекса. Мы планируем к 18 мая уже определенные работы завершить и показать людям уже готовые, завершенные какие-то элементы полностью всего мемориального комплекса. В первую очередь будет административное здание музея, сам музей, определенные элементы скульптурных композиций будут завершены. Также мы планируем, что уже к этому времени поднимутся каркасы стен, мечети и часовни. Состоялась пресс-конференция министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Сергея Карпова. Тема начала реализации на полуострове национального проекта ЖКХ и городская среда. Также в ходе мероприятия представили планы работы министерства. Подробнее расскажет наш корреспондент. На конференции уделили внимание самым актуальным и наболевшим вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Приоритетным вопросом стал национальный проект ЖКХ и городская среда, в рамках которого планируется освоить 400 миллионов, отведенных на полуостров Крым. Из них 30% будут направлены на благоустройство общественного скопления людей. Это парковая зона, скверы. А 70% средств будут использованы для формирования и благоустройства дворов. В этом году президент на всю страну выделил 20 миллиардов рублей, большую сумму, довольно приличную из бюджета. Крыму досталось из них тоже немало, 400 миллионов. Что включает в себя данный проект? Данный проект включает в себя
реализацию в плане формирования комфортной городской среды. В проект вовлечены населенные пункты с населением свыше 1000 человек. Соответственно, первично это мнение жителей. К этой программе подключены и ОНФ, и «Единая Россия». Это у них два приоритетных партийных проекта, в том числе и для ОНФ, и для «Единой России». К этой программе подключены и депутаты разных уровней, и общественность. Ну и основной упор – это жители. Плюсом еще к этим 400 миллионов президент дал 11,3 миллиона рублей на моногорода. Моногородов у нас в Республике Крым 2, это Красноперекопск и Армянск. Вот. Эти деньги пойдут именно на благоустройство парковых территорий. На пресс-конференции осветили планы работы министерства, работа с ФЦП, реконструкция коммунальных учреждений, благоустройство городов. Самое главное, это у нас начинает действовать полным ходом федеральная целевая программа, в рамках которой у нас уже сейчас реализуются мероприятия по обеспечению водой. Значит, это и водовод, который с Просторнинского Снежинского водозабора тянется через весь Крым. Это будет основной источник водоподачи. Значит, плюс у нас порядка 25 объектов по Министерству ЖКХ начинает реализацию в 2017 году. Это различная реконструкция коммунально-очистных сооружений. Региональная адресная программа предусмотрена порядка 1,5 миллиарда рублей по подчиненным подразделениям ГУПам. Это «Вода Крыма», Крымтеплокоммунэнерго, водоканал ЮБК, и муниципальным образованием будет доводиться тоже средства вот эти на ремонт и на реконструкцию. Соответственно, у нас планируется и благоустройство, вот эта программа по благоустройству. Плюс, соответственно, максимум усилий приложим для того, чтобы привести в нормальное состояние города. То есть это Симферополь, уборка Симферополя, Керчи, Феодосия, есть крупные города, подготовить их к курортному сезону и плавно войти в отопительный период следующий. По словам министра ЖКХ, работа продвигается согласно графику. На сегодня реализуются мероприятия, направленные на подготовку крупных городов в надлежащее состояние в преддверии курортного сезона. Лилия Виджат, Аким Бекиров, телеканал Миллет. В Бахчисарае состоялось торжественное открытие Дней французской культуры в Крыму. В рамках мероприятия у гостей была возможность оценить работы французского художника Огюста Раффе, поучаствовать в научно-практической конференции, а также насладиться классической французской музыкой. На мероприятии присутствовали представители Дома дружбы народов, различных национально-культурных автономий Крыма, ну и, конечно же, поклонники страны вечной романтики. У нашего корреспондента Айши Шулаковой также была возможность окунуться в историю потомков галлов. Торжественное открытие Дней французской культуры в Крыму состоялось в культурной столице полуострова Бахчисарае, а точнее на территории Девлет-Сарая. В первую очередь гости возложили цветы к могиле великого просветителя крымско-татарского народа Исмаила Гаспринского. Более века назад Исмаил Гаспринский открыл своего рода окно в Крым для восточного мира. Изучая Францию, рассказывая о Франции, он дал нам ценности европейские, мировые ценности. Сегодня, если общество в должной мере уделить внимание тому достоянию, тому наследию, которое дал Гаспринский, то, может быть, многие проблемы в ближайшие 100 лет будут решаться намного легче. После возложения цветов гости отправились в исторический музей-заповедник Ла-Ришес. Именно в фондах этого музея хранятся 4 подлинника картин известного французского художника Огюста Раффе. Совместно с Крымским французским обществом состоялось открытие выставки его работ. Эти работы посвящены крымской теме. Огюст Раффе побывал в Крыму в составе экспедиции Анатолия Демидова, которая состоялась в 1837 году. В своих работах Огюст Раффе запечатлел образы Крыма, национальные образы Крыма, что очень близко нам. Крымское французское общество было создано 18 лет назад. Все эти годы они занимаются изучением истории и культуры французов в Крыму. Вот и на этот раз в ходе мероприятия состоялась научно-практическая конференция. Сегодня у нас посвящено не только Франции, но и Крыму. Соединение этих знаковых культур. Франция имела отношения уже дипломатические, путешественники, купцы и все прочее, это где-то 16 века, а уже в 17-18 веке официальные дипломатические отношения, был консул в Бахчисарае, а дальше уже и в Севастополе и так далее. Дни французской культуры провели в историческом музее-заповеднике Ла-Ришес не случайно. Фонды музея были сформированы во Франции. Название музея с французского языка переводится как «богатство». Во Франции мы планируем в Париже и в Ницце организовать выставки
из фондов нашего музея. И в Генуе тоже был в Лигурии, где с руководством региона договоренность о том, что мы создаем совместный научный центр по изучению генуэзского наследия и организация выставки и презентации городов Крыма. Поддержать и окунуться в историю и культуры страны вечной романтики пришли представители других национально-культурных автономий Крыма. Некоторые из них поделились своими впечатлениями и выразили слова благодарности организаторам. Такие мероприятия нам сегодня очень нужно, потому что в Крыму надо укреплять дружбу между народами. Сколько много народов в Крыму, столько же хорошо для Крыма. Надо поддерживать других народов, надо радоваться ими вместе. Это очень здорово. Это настолько обогащает внутренний мир, дает движение определенное по изучению культуры французской. В завершении Дня Франции для присутствующих состоялся концерт классической французской музыки. Лауреаты международных конкурсов исполнили знаменитые произведения. Организаторы рассказали, что следующее мероприятие состоится уже в мае. Это национальный праздник Франции – День ландыша, который будет проходить в Гурзуфе. Айша Шулакова, Аким Бекиров, телеканал «Миллет». К столетию Бахчисарайского музея-заповедника вернулось кольцо XVIII века, которое принадлежало последнему крымскому хану Шахину-Гираю. В ханском дворце состоялась передача антикварного ювелирного украшения и договор дарения. Красивейшее кольцо с невероятной историей увидела и наш корреспондент Султания Меджид. Я считаю, что вещь должна находиться там, откуда она родом. Кольцо из низкопробного золота работы XVIII века фонду музея-заповедника вернулось из Воронежа. Дарителем выступил эксперт-гемолог международного класса Юрий Лапин. Он рассказал о том, как ювелирное украшение крымского хана попало в Воронеж. Шахин-Гирей после отречения от престола был в почетную ссылку отправлен именно в Воронеж со своим двором. И ему необходима была женщина местная, которая бы ухаживала за его 3 женами. Слава Богу, на то время еще был цел улус татарский от Золотой Орды, Червленый Яр, и женщину из этих служилых татар пригласили обслуживать его жен. Она настолько прекрасно справлялась со своими обязанностями, что в благодарность, покидая Воронеж и переезжая в Калугу, Шахин-Гирей подарил ей это кольцо. По словам Юрия Лапина, кольцо в семье сохранилось до 90-х годов. В преснопамятные 90-е ко мне на экспертизу пришли потомки и попросили оценить это кольцо. Я оценил его, очень удивился, сказал: вы знаете, у вас кольцо 18 века. Они не удивляются: да, мы знаем, это прабабушкина. И рассказали мне всю эту легенду. При этом не уходят от меня. Я говорю: вам еще что-то нужно от меня? Нам нужны деньги. Я говорю: сколько? Ну, как вы оценили? Оценил я хорошо. В этом году Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику исполняется 100 лет. Как отмечает генеральный директор ханского дворца Вадим Мартынюк, за этот период музей собрал более 143 тысяч предметов, которые отражают целую эпоху, в том числе и многовековую культуру крымско-татарского народа. Любые артефакты, которые связаны с ханом, это просто можно назвать чудом. Кольцо будет радовать будущее поколение, и чем больше мы соберем и сбережем музейных предметов, тем надежнее мы перенесем эту культуру крымских татар будущим поколениям, передадим. И на этой культуре будет воспитываться будущее поколение, на традиционном исламе. О том, что кольцо действительно времен XVIII века, свидетельствует экспертиза. Ювелирное изделие было передано в Государственный исторический музей на визуальное изучение, где специалисты вынесли вердикт: кольцо имеет антикварную и музейную ценность. По всем характерным признакам, которые оно имеет: тыльную полусферическую часть, прорезную штихельную ручную работу шинки, балканское золото, электрум, это 50% золота, 50% серебра. В то время эта территория находилась под Османской империей, и в Рил-Родопском массиве этот металл добывался. И плюс еще индийские алмазы из Галконды, огранки роза. Они в Турцию поступали из Персии. Все это говорит о том, все эти характерные черты говорят о том, что это действительно 18 век, на что есть еще и заключение Государственного исторического музея из Москвы. Они подтверждают это.
Сотрудники музея-заповедника надеются на то, что к юбилею Ханского дворца найдется немало желающих, которые имеют антиквариат, связанный с эпохой Крымского ханства, и готовы передать его в дар Ханскому дворцу. Они отмечают, что это позволит организовать выставку, где кольцо XVIII века станет главным экспонатом. Султания Меджид, Ибраим Ганиев, телеканал «Миллет». Тренерско-преподавательский состав и сотрудники детско-юношеской спортивной школы номер 1 города Симферополь познают и изучают историю родного края. На этот раз сотрудники школы проследовали по тропе Голицына. Пешая экскурсия началась с села Кутлах. Пройдя вдоль набережной, участники экскурсии подошли к тропе Голицына, которая прорублена в горе. Пешая экскурсия началась с села Кутлах. Веселая. Пройдя вдоль набережной, участники экскурсии подошли к тропе Голицына, которая прорублена в горе Кобакая. Сама тропа – одно из самых красивых мест не только в Новом Свете, но и в Крыму вообще. Живописные пейзажи и фантастические виды с вершин гор способны покорить любое сердце. Директор спортивной школы Сидамет Ягяев, руководя туристическим походом, рассказал увлекательные легенды о достопримечательностях, которые встречались на пути. Такие легенды ходят, что якобы вот в деревне Кутлах очень красивыми девушки были, очень красивые. И судакские часто сватались сюда, брали в жены кутлахские. Но кутлахские, в общем-то, особенно не дружили с судакскими и отказывались чаще всего. И вот те, которые отказ получали, женихи приходили ночью по этой тропе туда, похищали девушку и по этой тропе уводили. Вот эта тропа оттуда до сюда считалась дженнем. Кстати, тропу Голицына еще часто называют тропой верности. Преодолевать ее было довольно сложно. Попадаются как очень удобные участки, где вырублены ступеньки, так и более трудные. Однако юный турист и спортсмен Али Бальбек довольно быстро и с легкостью преодолевал горы и скалы, потому что в будущем он хочет стать чемпионом мира. Сегодня увидел, что мир чудесный. Я никогда не лазил по таким горам. Я в будущем хочу, познавать свой родной рай. Также по пути попадаются небольшие смотровые площадки, с которых открывается отличный вид на мысы Капчик, Хобакая, Алчах, Меганом. Горы, Малый и Большой Сокол, бухты, голубая, зеленая, синяя. Старший тренер сборной команды Республики Крым по академической гребле Амет Апсиметов был восхищен удивительной красотой окружающей природы. Он отметил, что впервые посетил эти места. Мы находимся, конечно, одним из самых красивых мест в нашем Крыму. В этих местах я, конечно, мечтал всю жизнь, но никак не мог попасть. И вот, наконец-то, я попал. Столько услышали легенд, столько услышали все нового. А вот врач спортивной школы Зарема Мамутова подчеркнула, что посещение тропы Голицына однозначно стоит потраченного на это времени. Мы знали, что Крым прекрасен, но такой красоты, как сегодня, редко где увидишь. Мы до этого с нашим директором, нашим коллективом были на Мангупе. Остались, конечно, огромные впечатления, много фотографий, все были счастливы. Второй раз нам уже легче идти, мы сплотились коллективом. Организатор похода, директор школы Сидамет Ягяев рассказал, что ежемесячно выезжают на природу и знакомятся с уникальной красотой Крыма. Ходим по крымским тропам, изучаем Крым, знакомимся с Крымом, с историей Крыма, с природой, географией и так далее Крыма. Потому что мы считаем, что живя в Крыму, мы все должны знать как можно больше о Крыме, об истории Крыма и так далее. Общая протяженность маршрута составила 8 километров. Несмотря на это, все участники экскурсии остались довольны походом. А в следующий раз тренеры и учащиеся школы планируют покорить гору Демирджи. Султания Еситакаева, Ибраим Ганиев, телеканал «Миллет». Крымская танцовщица Амина Арифова стала победительницей межрегионального фестиваля современной хореографии в Краснодаре. Вместе со своей командой юная Амина привезла 25 кубков и первые места во всех категориях. О зрелищном и захватывающем виде спорта в сюжете Диляры Шевкетовой. Ритм, задор и скорость – главные элементы спортивных танцев. Под руководством наставника юные танцоры отрабатывают пластику, гимнастику и актерское мастерство. В танцевальной студии развивают не только хореографию, но и стремление к высоким ценностям. Так воспитываются танцоры, которые достигают хороших результатов на соревнованиях. Амина Арифова с детства посвятила себя танцам. Ее азарт и стремление к танцам заметили родные и близкие. Они и привели Амину в школу танцев. Аминочка очень хорошая, ответственная девочка, на нее всегда можно положиться. Она очень скромная, но очень целеустремленная.
Она пришла ко мне около 5 лет назад, совсем маленькая девочка, и уже добилась очень хороших результатов в группе. Амина танцует разные стили, комплексная подготовка, начиная от контемпа, заканчивая стрит-дисциплинами. Вы знаете, она очень универсальная девочка. Мне кажется, она в любом стиле добьется успехов. Яркие зрелищные постановки и веселые дружные команды известны не только в Крыму, но и за его пределами. Они участвуют как на чемпионатах Крыма, так и на международных фестивалях современной хореографии. Совсем недавно мы ездили на материк, и в Краснодаре в межрегиональном рейтинговом фестивале, стейдж он назывался, Ассоциации международной по современной хореографии. Аминочка вместе со своей командой заняла первые места. Мы очень довольны, вот привезли 25 кубков. Вот, все это, в этом есть счастье Аминки. Каждая танцевальная композиция в выступлениях команд важна четкость перестроения, синхронность, ритмичность. Воспитанники студии объединены любовью к танцевальному искусству. Они гордятся и переживают друг за друга, чувствуя себя частью большой дружной семьи. Амина очень хороший друг, она энергичная, веселая. Мне кажется, что она лучше всех делает колесо на локтях, она талантливая, она девочка просто от Бога. Она очень красиво танцует и очень веселая. Амина очень талантливая, она очень хорошо танцует и она хорошая подружка. В своем творчестве Амина использует элементы художественной гимнастики и акробатики. Я люблю танцы спортивные, они динамичные и полностью раскрывают меня. Особенно на соревнованиях мы еще переживаем друг за друга. Я мечтаю выйти на большую сцену и быть лучшей танцовщицей во всем мире. Интенсивные занятия – это еще и настоящий спорт. Папа Амины понимает, что его дочь посвящает себя не только искусству, но и здоровому образу жизни. Танцы для нее не только искусство, но и спорт. Участвуя в соревнованиях, она стремится к победе. Ей нравится это, что она выступает везде. Наставники, друзья и родные Амины надеются, что она и в дальнейшем будет радовать всех новыми победами. Диляра Шевкетова, Айдем Исмаилов, Энвер Аблязиз, телеканал Миллет. Жительница города Саки Мунире Ахмердинова отметила свой 90-й день рождения. Несмотря на свой возраст, Мунире Хартана полна оптимизма и жизненной энергии. Свой юбилей она провела в кругу родных и близких. Поздравить Мунире Ханым приехала и наша съемочная группа. Мунире Ахмердинова – одна из долгожителей города Саки. Родилась она в 1927 году в селе Джумаили, а в 1944 году вместе со своим народом была выслана в Костромскую область. Годы депортации не прошли бесследно. Мунире Хартана пережила много трудностей на своем пути. В семье Мунире Ахмердиновой было 4 детей. Мунире Хартана самая младшая. Еще до депортации дети остались без родителей. Слава Богу, сегодня живем на родине. Возвратившись в Крым, я нашла всех своих родных из села Трудового, а также из Кировского района. Сегодня мы все дружны. Регулярно меня навещают мои родственники. Я рада, что сейчас мы имеем возможность жить под мирным небом. Тем не менее, наибольшим счастьем Мунире Ханум считает возвращение на родину, признается, жизнь на чужбине учит ценить каждую минуту, проведенную на родной земле. Несмотря на свой возраст, Мунире Хартана очень активная и жизнерадостная, рассказывает залог хорошего настроения, позитивные мысли и вера в будущее. Сейчас она живет у своей дочери, воспитала 2 детей в окружении 9 внуков и 14 правнуков, чувствует себя самым счастливым человеком. Это наша Хартанайка, ей исполнилось недавно 90 лет. Мы ее очень любим. Веселя Ханум, старшая дочь Мунире Хартана, рассказывает, несмотря на тяготы судьбы, мама по-прежнему не оставляет без внимания никого из родных. Я очень люблю свою мать. Для всех нас она пример того, как человек должен преодолевать жизненные трудности. Я желаю ей крепкого здоровья и очень хочу, чтобы мама еще долгие годы радовала нас своей улыбкой. Наша редакция присоединяется к поздравлениям и желает Мунире Хартана крепкого здоровья и больше светлых дней. Мухаммед Зикиряев, Асан Зиваддинов, телеканал Миллет. И о новостях спорта. На стадионе Судака состоялся матч между крымско-татарской футбольной командой «Кызылташ» и командой Судака «Сугдея». Как же прошла игра и кто победил, расскажет наш корреспондент Султания Ситакаева.
Для обеих команд эта игра стала испытанием, так как футбольное поле оказалось неухоженным. Летом эту территорию использовали как парковку. Несмотря на неудобства, команды выложились на 100%. На первых минутах игры команда Сугдея забила гол в ворота Кызылташа. Впервые увидел такую полянку в официальных играх. Конечно, наши ребята немножечко не привыкли к такому покрытию, но стараются сделать все возможное. Сегодня уже, конечно, картинка поинтересней. Однако команда Кызылташ во время этого же тайма исправила ситуацию, забив 2 гола сопернику. Прошел первый тайм. Очень нравится, отличная игра. Болею за Кызылташ. Тренер команды Сугдея Руслан Маннабов отметил, что игра очень жесткая и интересная. Играют аккуратно, но жестко. Да, очень интересно. Нам вся игра держит в напряжении всех болельщиков и той, и другой стороны. Прививаем этих малышей, чтобы они занимались спортом или здоровый образ жизни. Нападающий футбольной команды Кызылташ Никита Каляев рассказывает, что в этом составе он сыграл первый матч. Никита сумел отличиться, забив гол. Нам нужно в каждом матче побеждать и двигаться по пути к высшей лиге. Во втором тайме, несмотря на сложную игру, Кызылташ забил в ворота соперника еще 2 гола. Капитан команды Сугдея Руслан Абидов поздравил команду Кызылташ с победой. Также он подчеркнул, что эта игра показала, над чем еще нужно поработать. Поздравляю Кызылташ с победой. Сугдея показала хорошую игру. И судейством, конечно, мы недовольны, но это футбол, будем в следующей игре доказывать свою состоятельность. Кызылташ одержал победу со счетом 4-1. Тренер команды Энвер Сейдометов поблагодарил футболистов за игру и отметил, что несмотря на некоторые трудности, все ребята старались и показали качественный футбол. Говорю, было тяжело, но навязали борьбу. И ребятам спасибо, за самоотдачу, проявили характер, приехали на таком поле, говорю, проявили желание, самоотдачу какой-то, претензий нет к ребятам. Следующий футбольный матч команды Кызылташ и Скиф состоится в Бахчисарае. Султания Ситакаева, Ибраим Ганиев, телеканал Миллет. Это были все новости на сегодня. В студии для вас работал Асан Абиблаев. До новых встреч в эфире.